узнаем о Министерстве культуры только когда они хотят что-то запретить. Мы получим 360 тысяч туристов и 180 миллионов долларов. Предлагаю вам пойти дальше и запретить книгопечатание. аябай өтө тура эмес деп ойлойм. Себеби 4 келесоо үчүн свободный площадканы биздин сөз мындай эркиндигибизди алып коет, эркин бир информацияларды элге тарката албай калабыз. Дорогое Министерство культуры, вы мотивируете это тем, что в ТикТоке есть много плохого контента для подрастающего поколения. Я открою вам один большой секрет. Вы знаете, на свете есть очень много плохих книг, и даже неприличных. Предлагаю вам пойти дальше и запретить книгопечатание на территории Республики Кыргызстан. Бүгүн ТикТокту жабат, эртең Инстаграмды жабат, анан Ютубту жабат, анан только зомбоящик телевизорду көрүп, эмне айтса ошону чын катары кабыл алып калышыбыз мүмкүн. Очень обидно, если честно, что мы узнаем о Министерстве культуры только когда они хотят что-то запретить. Они делают что-то крутое. Сотни миллионов просмотров в ТикТоке нашей прекрасной страны, которая привлекает огромное количество туристов. Вот, поэтому это повлияет на экономику. За последние 60 дней мои видео посмотрели 21 миллион раз. За 2 месяца уникальных просмотров, то есть уникальных людей, которые посмотрели мои видео, 36 миллионов человек. Население Кыргызстана 6,6 миллионов человек. И если допустить, что мои видео посмотрело все население Кыргызстана, что в корне неверно, то останется 30 миллионов уникальных человек за год. Если из этих 36 миллионов человек хотя бы 1% когда-нибудь в своей жизни решат сюда приехать и хотя бы оставят $500 на человека, то мы получим 360 тысяч туристов и 180 миллионов долларов. Кыргызстандын ичин эле эмес, дүйнөгө көрсөткөнгө ТикТоктун салымы аябай чоң болуп атат. Мен бышырган буканын видеосу 40 миллион просмотр алып ТикТоктун ичинен мага чоң бизнесимди алдыга жылдырганга жардам берип, элге таанутууга жардам берди. И еще Министерство культуры апеллирует то, что очень много жалоб на ТикТок от родителей, что ТикТок влияет пагубно на их детей. Это же дело воспитания. Если ваш ребенок смотрит какой-то пагубный контент в интернете, это значит не доглядели, не довоспитали, и это вина родителей, а не ТикТока. Мол, мастерок менен деле адамдын башына бир чапсаң өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Бирок бул мастерок менен момундай сонун нерсени кылганга да болот да.